Здравствуйте, меня зовут доктор Фархан. Я ученик 6 класса Мирюнской юношеской гимназии. Представляю вам исследовательскую работу на тему «Современная песня, поэзия или антипоэзия». Цель исследования – выявление признаков поэзии и антипоэзии в текстах современных песен. Гипотеза. Тексты современных песен содержат много антипоэзии, чем поэзии. В теоретической главе нами были даны понятия поэзия и антипоэзия. Во второй практической главе приведены результаты анкетирования, где все опрошенные знают разницу между двумя понятиями. А также все респонденты любят слушать музыку, предпочитают поп-музыку. Ребята поделились с нами своими музыкальными предпочтениями, и мы сделали топ-10 песен среди гимназистов. Как оказалось, 5 песен 2019-2020 года и выпуска, и 5 более ранних. В соответствии с целью и задачами нами было сделано, во-первых, собрана информация по данной теме. Во-вторых, дали понятие поэзия и антипоэзия. В-третьих, сделали сравнительный анализ песен разных лет. Мы предполагали, что легче будет доказать, что наша гипотеза верна. И мы рассмотрели тематику, проблематику, сюжет развития действия, лексику, изобразительно-выразительные средства и сделали на этом вывод. Современная молодежная песня, основное назначение которой – нести оптимистический заряд, сеять разумное доброе, вечное и воспитывать и пробуждать чувства добрые, не выполняет свою миссию, поскольку в современных песнях много случаев нарушения норм русского литературного языка. Нынешняя популярная музыка выполняет в основном развлекательные функции, а тематика песен не предполагает решения серьезных жизненных проблем. Часто в них поется ни о чем. Встречается слишком много бессмысленных повторов, жаргонизмов и англицизмов. Таким образом, наша гипотеза оказалась верна. Тексты современных песен имеют больше антипоэзии, чем поэзии. На этом у меня все. Спасибо всем за внимание.